Проезд по улице Кирова в столице республики откроют в день Якутии 27 апреля. Речь идет об участке дороги перед Домом правительства. Его перекрыли еще в 2012 году. С тех пор там образовалась большая парковка. Все это вызвало большой резонанс в обществе. О восстановлении движения говорят уже не первый год. Подробности далее. Сейчас я, по сути, стою на проезжей части. Здесь по краям еще видно разметку парковки. Она останется. А вот эти машины уберут ограждение и откроют проезд для общего пользования. Добивались этого общественники с 2012 года. Как улицу перекрыли. В марте идея открытия улицы попала в тройку проектов программы «Комфортная городская среда». Проголосовали 16 тысяч якутян. Егор Афанасьевич просил в свое время, когда мы встречались, он просил проанализировать вопрос открытия этой улицы. Мнение людей сейчас оно главенствует, поэтому я думаю, что он также поддерживает наш проект. Подчеркну, что мы не используем каких-то бюджетных средств на это, полностью все за счет частных финансов, спонсоров. Нам нужно демонтировать, точнее перенести светофорный объект, который вот сзади меня расположен. Он в настоящий момент установлен в несоответствии с ГОСТом. По закону светофор должен стоять на расстоянии от полуметра до 2 с края проезжей части. В данном случае он находится посреди дороги. Сейчас это главная помеха. Автолюбители уверены, зеленый свет на улице Кирова вскоре загорится. Водителям лучше будет, наверное. В пробках никто не хочет стоять. Ну и так у нас. Всякие бывает. Чрезвычайные ситуации, например, всякие. Необходимо надо. Ну, чтобы было сквозное движение, а то вот пробки там все. Ну, неудобно. Приходится объезжать. Когда ограждение уберут, то протяженность улицы Кирова с беспрепятственным проездом от улицы Лермонтова до Преображенской церкви будет составлять 1,5 километра. Это ровно столько же, насколько тянется главная улица столицы – проспект Ленина. Возникает вопрос, не станет ли она гоночной трассой для лихачей. Надеюсь, что здесь будет какой-то скоростной режим соблюдаться, потому что очень много жилых домов, и не хочется, чтобы гонщики ночные портили ночной покой наш. Тут, наверное, расширить или как? Тут побольше сделать для стоянок. Есть и более оптимистичные взгляды. Стоят светофоры, поэтому сильно не гонять не будут, но зато это разгрузка будет этой улицы. Раньше же он был открыт, и было нормально. Ничего не будут они гонять. Вообще в центре города такого лихачества нет. В любом случае, еще нужно пересмотреть расположение разметки и знаков дорожного движения. Открыть сквозной проезд планируют 27 апреля, в День Республики. Сарглана Захарова, Николай Необутов, Якутск.